У нас сегодня состоялась встреча активистов нашего штаба перед летом и заканчивая такой сезон. Мы подытожили все, значит, мероприятия. Мы в целом довольны проведенными мероприятиями. Вот буквально мы на той неделе провели женский клуб, провели Гиппократ, провели организационное совещание по выбору раиса республики. Ну и практически мы собирались каждую субботу-воскресенье Яшляр Якшамбасе. У нас на сегодняшний день, вот мы посчитали, получается там у нас около 100 тысяч подписчиков только в Ютубе. У нас в районе 15 миллионов просмотров, и у нас где-то около 10 тысяч роликов. Ну, мы не гонимся за количеством. Очень важно, чтобы ролики были у нас идеологические, направлены на сохранение татарского языка, на мусульманство. Завершая год, мы можем сказать, что мы все-таки огромную работу провели по разъяснительной работе СВО, по пропаганде правильной с молодежью по линии СВО. И очень большие результаты у нас вот этой деятельности, которую мы начали 20 января, эту деятельность, эту программу мы назвали «Орешник». Она была очень действенна, потому что вот мы уже были на федеральном Сабантуе, на других Сабантуях, на мероприятиях, все ее смотрят. Все ее берут за основу, как руководство к действию, руководство к мысли, руководство к политике, которую надо выбирать общественным организациям. Они отталкиваются от нашего орешника. Орешник – это получается настольная книга, можно сказать, настольная карта. В каком направлении нужно думать, действовать и идти. Операция идет сложно. 1200 километров линии фронта. Есть пострадавшие, есть, значит, раненые. Вот эту деятельность также мы, конечно, проводили. Мы проводили и гуманитарный груз отправляли, и лекарства собирали, и по больницам наша молодежь очень ходит. Но это делают многие организации, многие. Но так, чтобы в идеологическом направлении в интернете, в Ютубе, во всяком случае, так как мы, никто, конечно, не ведет такую работу. Все в основном занимают позицию страуса какого-то, да, вот взять в интернете, записать на телефон и выложить. Почему этого не делают наши руководители общественных организаций, татарских и башкирских? Поэтому вот деятельность штаба, вот это помощь больницам, детским домам, пожилым у нас. Впереди у нас вот каникулы, мы на некоторое время прервемся, но будем на связи. У нас впереди сельский федеральный Сабантуй в городе Киров, Вятка, Кировская область. И у нас будет Сабантуй в коммунарке, в котором мы принимаем участие 28 числа. И, конечно же, самое активное участие мы уже 15 лет принимаем и в организации, и в проведении. Это Сабантуя совместно с автономией Московской области. Ну, много планов, много мы хотели сделать, конечно, да. Вот у нас остался таким вопросом, которым мы займемся с осенью. Это у нас в Московской области есть 50 городов больших, в которых вообще нет никакой татарской жизни. Никакой. Есть 30 высших учебных заведений, где не организованы татарские, значит, общины студенческие. Вот работы очень много у нас. Очень много. У нас очень сложная ситуация. Вот есть татарские аксакалы, которых сейчас с нами нет, которые организовали татарское движение в послевоенные годы. Уходя на тот свет, они все поручили нам. Они на нас понадеялись, они нас выбрали все практически. И нам татарское это дело в Москве продолжать вести. Татарскую деятельность по сохранению татарского языка. И в Московской области, и в Москве. Всех, кто вложил
свой вклад, свою жизнь вот в это сохранение татарского языка, у нас будет выпущена книга. По каждому из них будет информация. Вот, кто попал в эту книгу, это, конечно, тоже обсуждалось. Вот даже мы туда включили Рената Акчурина, Рената Ибрагимова, Махмуд Гареева. Это люди, которые поднимали уровень и достойные люди татарской нации. И вот мы сейчас ведем это татарское направление. Если это кому-то не нравится, как мы ведем, ну, два варианта. Пусть занимаются другой нацией тогда, не татарской. Татарской нацией ведем мы, так, как мы ее ведем. Какие-то советы, предложения всех готовы выслушать. У нас есть программа четкая, у нас есть направление деятельности. Поэтому мы будем очень рады, если кто-то где-то проведет по-настоящему татарские мероприятия. Но, к сожалению, этого нет. Ну вот последние буквально 2 месяца появилась татарская новая организация, 850 человек. Это школьники, которые учатся в школе, нижегородские школьники. Вот мы с ними несколько раз встретились, и там всего одному человеку 18 лет, остальным всем 17-16. Вот верим в потенциал этой организации. Это в основном Шубина, Рыбушкина вот основа. Также у нас сейчас новая такая организация, это молодежь тюркских народов. Тоже вот мы с ними недавно сотрудничаем. Они сами создались, они автономные, они самостоятельные, но мы надеемся на сотрудничество с такой молодежью. Мы периодически собираем всех председателей тюркских групп. Мы были на федеральном Сабантуе в Якутске. И тоже мы будем, значит, сейчас собирать якутское землячество. Вот федеральный Сабантуй в Якутии. Почему из руководителей, как обычно, как всегда, никто туда не поехал? Вот что у нас, руководителей автономии нет, организации здесь? Хорошо прошел Сабантуй, все нас знают, все нас признают. В интернете, вот мы якутский Сабантуй посчитали, вот тот вечер, когда мы все выставили, сразу же, значит, Рилс, нас посмотрело 100 тысяч. Мы всех озадачили свою молодежь на лето. Много нерешенных вопросов, много направлений. Соберемся осенью, засучим рукава, как говорится. Работы на всех хватит. Давайте как-то поговорим со своим окружением. Самое главное – поговорим сами с собой. Сами с собой внутренний наш диалог. Все ли мы делаем для сохранения татарского языка, культуры в этом огромном мегаполисе? Что нам еще сделать? Вот? В каком направлении двигаться? Постоянно эту тему надо обсуждать. Мы очень верим в татарскую нацию, в татарскую судьбу нашей нации. Мы не сдадим свои позиции. Татарский язык мы сохраним и достойно передадим будущим поколениям.